Спасибо, Николай Радиевич. Уважаемые коллеги, дорогие участники Евразийского конгресса, самая большая радость у людей, в отличие от животных, это радость человеческого общения. Я рад, что мы второй, почти уже третий день общаемся и со своими коллегами, с премьер-министрами. Я уверен, премьер-министр Кубы тоже знает русский язык и понимает, и может говорить. Но Михаил Владимирович ради приличия поставил наушники, пока никто ими не пользуется. Уважаемые коллеги, для меня большая честь приветствовать старых и новых друзей на третьем по счету Евразийском конгрессе, который стал традиционной площадкой для обмена мнениями, обсуждения актуальных вопросов и нахождения практических решений, нацеленных для всемирного раскрытия потенциала евразийского пространства. Актуальность и значимость нашего мероприятия возрастает с учетом наблюдаемых нами непростых геополитических и геоэкономических реалий формирующегося нового миропорядка в связи с переходом на новый технологический уклад. В этом плане хотел бы отметить устойчивость Евразийского региона, которая заключается в его географическом расположении на стыке севера и востока, юга и севера. И данное обстоятельство подкрепляется разнообразием природных ресурсов, богатейшей историей и культурой. Сотрудничество стран нашего региона укрепляется в рамках таких интеграционных объединений, как Евразийский экономический союз, Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества и Организация договора о коллективной безопасности. Важную роль в деле углубления интеграционных процессов играет Евразийский банк развития, который выступает организатором данного мероприятия. Я надеюсь, он тоже, как МВФ, придумает специальные средства, с помощью которого мы начнем торговать с вами на свою валюту или на валюту, ориентированную на запасах наших природных ресурсов и человеческих капиталов. Дорогие друзья, в ходе прошедшего в мае текущего года второго Евразийского экономического форума и заседания Высшего Евразийского экономического совета был затронут ряд важных для региона направлений сотрудничества и намечены весьма серьезные практические шаги для их реализации. Повестка нашей пленарной сессии охватывает множество из тех тезисов, которые прозвучали в рамках майских мероприятий. На фоне ослабления мировых темпов экономического развития и сохраняющегося повышенного инфляционного риска в развитых странах необходимо обеспечить высокую степень устойчивости к неблагоприятным внешнеэкономическим условиям. Считаю, что страны Евразийского региона смогут существенным образом повысить динамику роста основных социально-экономических показателей в регионе путем синергии наших усилий и кооперации бизнес-процессов с целью обеспечения собственных потребностей и завоевания новых рынков. Аналитика ИАБР ожидает рост ВВП Евразийского региона минимум как на 1,5–2% по итогам 2023 года. Одной из важнейших задач для роста экономик является повышение производственного потенциала. Так, для достижения поставленных целей мы уже заложили основу производственной кооперации в ЕС через механизмы субсидирования процентных ставок. Здесь я хотел бы предложить уважаемым своим коллегам обратить внимание на экспортные пошлины. Если через экспортные пошлины мы начнем субсидировать восстановление своего же производственного потенциала для увеличения экспорта, я считаю, это было бы ответом на вызовы современности. Так, для достижения поставленных целей мы уже заложили основу производственной кооперации в ЕС через механизм, я еще раз повторяю, субсидирования процентных ставок. Но мы там предложили достаточно сложный механизм, который пока непонятен для нас,
и вряд ли будут понятны для наших производственников. Необходимы прорывные проекты, которые станут ярким примером нашего сотрудничества и достижения технологической независимости. В ближайшей перспективе нам необходимо задуматься о расширении фондов для финансирования проектов, реализации научно-исследовательских платформ для реализации собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в промышленности и энергетике, в том числе и в зеленой экономике, в сельском хозяйстве. Для продвижения нашей продукции в странах дальнего и ближнего зарубежья нам необходимо работать над формированием транспортной инфраструктуры и логистической экосистемы, в том числе с использованием цифровых решений, упрощением таможенных и административных процедур, прежде всего на границах между нашими странами. Для сопровождения, сопряжения транспортных коридоров ЕАЭС считаю перспективным использовать китайскую инициативу «Один пояс, один путь», которая объединяет в себе проекты создания экономического пояса шелкового пути, сухопутного, автомобильного, железнодорожных коридоров от Юго-Восточной Азии до стран Европы. Весьма перспективным является создание и развитие транспортной инфраструктуры на территории государств, членов ЕАЭС, направление восток, запад и север-юг. Сегодня в повестке Евразийского банка развития уже есть масштабный проект «Международный транспортный коридор север-юг». Его развитие станет логическим продолжением всей транспортной инфраструктуры макрорегиона Евразии и, наконец, соединит по земле между собой страны, которые вынуждены пользоваться только морскими путями для доставки грузов друг к другу. Как известно, в стратегическом направлении развития евразийской интеграции до 2025 года входит и проект строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан, который является крупнейшим проектом для всей транспортной отрасли моей страны, Кыргызской Республики. Реализация данного проекта позволит использовать транзитный потенциал республики, соединит Кыргызстан со странами Юго-Восточной и Западной Азии, а также откроет новые рынки сбыта продукции для отечественных производителей. С ростом промышленного производства мы увеличиваем производство природных ресурсов, энергии и воды. Важны подходы рационального использования, прежде всего, возобновляемых источников энергии и природных ресурсов. Помимо развития гидроэнергетического потенциала, которым обладает Кыргызская Республика, немаловажным представляется развитие и прочих возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергетика. В данном направлении страны ЕАЭС могут внедрять программы по энергосбережению, стимулировать использование энергоэффективных технологий и внедрять стандарты энергетической эффективности для промышленных и коммерческих объектов. Мировая климатическая повестка ставит перед нами ряд непростых задач по вопросам изменения климата, регулирования углеродного следа и выбросов парниковых газов. В 2022 году инвестиции в глобальный энергопереход превысили уже $1 триллион и впервые сравнялись с затратами на производство ископаемого топлива. Крупнейшим по объему инвестиций секторами стали возобновляемые источники энергии и электротранспорт. Разработка и внедрение зеленых таксономий также критически важная задача. Странами ЕАЭС уже ведется таксономия зеленых проектов. Казахстан и Россия уже приняли таксономию. Хочу также остановиться на продовольственной безопасности. В текущих условиях продовольствие является самым ценным ресурсом для продолжения жизнедеятельности на нашей планете. Современные реалии показывают, что ситуация с продовольственной безопасностью будет обостряться еще дальше.
к 2050 году на планете Земля будет 9,5 миллиардов людей, если не больше. И 1,5 миллиарда будут климатические мигранты, и в том числе и от недостатка еды. Каждый 9-й житель Земли уже сегодня страдает от недостатка еды на фоне удорожания продовольствия. Вместе с тем хочу озвучить следующие сильные стороны евразийского региона в этой сфере. Хочу еще раз повторить своих коллег. В регионе сконцентрировано 480 миллионов гектар земли сельскохозяйственного назначения. Это 10,1% всех сельскохозяйственных земель планеты при удельном весе населения около 3% населения Земли. Потенциал увеличения урожайности уже сегодня в 1,5–2 раза. Для повышения потенциала необходима оснащенность сельскохозяйственной техникой, удобрениями, новыми технологиями. Евразийский регион в целом обеспечивает свою продовольственную безопасность. Уровень самообеспеченности по большинству продуктов в евразийском регионе превышает 80–95%. В этой связи странам региона необходимо продолжить совместную работу в данном направлении. Уважаемые коллеги, уважаемые участники форума, текущая ситуация в мире не сдерживает наше развитие, а напротив, она подстегивает наши тесные экономические, социально-культурные и гуманитарные связи. Свидетельством тому является углубление интеграционных процессов между государствами-членами ЕАЭС. Думаю, выражу общее мнение, если скажу, что нам необходимо укреплять наше сотрудничество в рамках Союза и стремиться к его совершенствованию. В Евразийском экономическом союзе начата разработка долгосрочных, перспективных направлений и векторов интеграционного взаимодействия. Полагаю, что участие стран-партнеров по региону в дальнейшем развитии евразийской интеграции должно быть более масштабным и проактивным для реализации проектов в сфере инфраструктурного строительства, промышленной кооперации, энергетики, климата, природопользования и использования новых подходов к торговле в условиях жестких ограничений. В завершение своего выступления хочу пожелать поступательного развития евразийского сообщества. Благодарю за внимание. Спасибо.